Да, дежурная часть, говорит дежурный Могушков. Звонок в дежурную часть. Инспектор Иса Могушков, мгновенно оценив ситуацию, координирует силы сотрудников дорожно-патрульной службы. Через час повторный звонок. Происшествие ликвидировано. И таких случаев много. Работа не из легких. Иса не жалуется. В свое время его закалила служба в Афганистане, куда он был направлен на войну 18-летним парнем. В Афганистан, когда мы приехали, ощущение такое было первоначальное. Куда же я попал? Мы 18 ноября приняли присягу, 21 ноября мы уже были в Афганистане. То есть мы в Союзе провели только 3 недели в Самарканде. Ну, даже стрелять нас не научили толком. Один раз мы на стрельбу съездили, стреляли из карабинов. И все, а тут автоматы, гранатометы, пулеметы. Надо со всего вооружения стрелять. Ну, потихоньку, по ходу службы, по ходу времени, которое мы там проводили, научились ко всему, быстро научились. Ветеран боевых действий в Афганистане тихий и спокойный по натуре. На счету Могушкова более сотни выездов. Он служил в ВВС Советского Союза. Его задача заключалась в обеспечении баз воздушных сил припасами. Путь, по которому обычно двигалась колонна, был опасным, и каждая доставка могла обернуться смертью. Мы перевозили бомбы на аэродромы в Баграме, в Кабуле. В основном наша задача была такова. Очень часто было нападение, очень часто. И многие машины мы теряли. Когда бомбы начинают взрываться, это уже остановить невозможно, эти взрывы. Поэтому, когда ехала колонна, определенное расстояние надо было держать, чтобы при взрыве одной машины другие не страдали. Афганская война для Исы длилась 2 года, для всего советского народа 10 лет. До 1983 года об этом не писали газеты, а солдатам было запрещено сообщать родным, где они находятся. Несмотря на то, что Иса Могушков пошел на службу в 1984 году, он все равно скрывал от семьи свое место службы, пока в конце концов его брат не узнал всю правду. Отслужив свой срок, ветеран хотел продлить контракт, но родители настояли на обратном. Против их воли он не смог пойти. Вернулся. Сейчас же на своей работе он хранит фотографии тех времен и частенько листает альбом, вспоминая своих боевых товарищей. Вот, ребята, вот эти 2 парня, они погибли. Вот этот Расулов, лезгин был по национальности, его застрелили на посту, на вышке, когда стоял, его застрелили снайпером. Вот этот Шапошников Игорь, русский парень, он был с Дагестана сам. Его убили при обстреле колонны, военной колонны. Когда мы в колонне были, бомбу везли ее для самолетов. После приезда на родину наш герой, не раздумывая, решил стать сотрудником правоохранительных органов. Об этом мечтал с детства. Я всегда, когда он к нам в гости приходил, всегда вот, ну, как бы завидовал ему белой завистью, его форме, как подтянутый офицер такой, четкий. Ну, с тех пор у меня такая маленькая такая изюминка сложилась у меня, в памяти у меня сложилась еще в детстве. Вот я когда вырасту, я пойду работать в органы, в милицию, точнее работать я пойду. Ну и когда вернулся, я долго думал, пойти мне на учебу или пойти работать в МВД. Пережитые им боевые действия лишь добавили мужества и сформировали характер. Все его коллеги им гордятся и высоко оценивают его профессионализм. عيسى دخان بوغ جوا شيديك بوغ خوجوا ديك بوغ باش حوار ديك سدو عقلنا خليزي بيج بوغ خوجتو وقاي ما وش يسبغ بيج وارخش شي خوز بوغ باش. Иса вернулся с войны в 1987 году. Многие его товарищи еще оставались на службе. Он старался не пропускать последние новости с афганской войны. Переживал за каждого. Никогда не забудет то чувство радости, когда 15 февраля 1989 года территорию Афганистана покинула последняя колонна военных. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Адам Далаков. Новости 24.